Ресторан в городе Фолсом, штат Калифорния, предложил одному из посетителей скидку после того, как тот во время еды увидел крысу, пробегающую по ресторану. На чеке в графе «Скидка» кассир так и написал: «Клиент видел крысу». Менеджер ресторана сообщил клиенту, что обычно у нас такого не бывает. Этот ресторан в Фолсоме работает уже 14 лет, и подобных инцидентов никогда не было. Служащие заведения немедленно вызвали специалистов по борьбе с грызунами. Более того, в ресторан даже приехал инспектор местного управления здравоохранения, но ничего подозрительного не обнаружил. Крысы появились в Америке задолго до Колумба и без сомнений останутся жить в стране, несмотря на все усилия людей. Агентство Bloomberg опубликовало результаты своеобразного исследования популярности американских городов среди неприятных насекомых и животных. Исследование было выполнено на основании данных Бюро переписи США, которое каждые 2 года опрашивает американцев о неприятном соседстве с грызунами. 18% домохозяйств в Филадельфии сталкивались со следами пребывания в доме или общественных местах крыс и мышей. В крупнейшем городе США, Нью-Йорке, их 15%. Интересно, что 2 года назад ситуация была в корне другой. Тогда наибольшее число крыс наблюдали жители Остина, Сиэтла, Майами, Хьюстона и Тампы. Такие изменения объясняются просто. Стоит популяции крыс превысить определенную отметку, как муниципалитеты и домохозяева начинают предпринимать дополнительные усилия, чтобы избавиться от неприятных соседей. И эти усилия дают результаты на время. Крысы – давние спутники человечества и его заклятые враги. Грызуны распространяют возбудители 35 опасных заболеваний и уничтожают огромное количество продуктов. Борьба с грызунами – это колоссальный бизнес. В США действует более 24 тысяч компаний, которые занимаются этим видом деятельности, а объем этого рынка превышает $12 миллиардов. В 2016 году 15% заказов в компаниях, которые уничтожают домашних вредителей, приходились на грызунов. Примерно 40% клиентов этих компаний обращаются туда именно из-за засилья крыс. Причем, как утверждают специалисты, крысиное и мышиное население США в последние годы только растет. Однако многое можно сделать своими руками. Центры профилактики и контроля заболеваний США рекомендуют проследить, чтобы в доме не было отверстий, куда могут проникнуть крысы.